сожалению, мы не можем охватить весь процесс воспитания ребенка, но мы можем рассказать о том, что должен слышать ребенок от родителей, чем мы сегодня и займемся. В психологии есть такое понятие, как сценарное программирование, когда родители сами формируют у ребенка неосознанно установки на удачу или неудачу. Дети уверены, что их родители знают все, и если вы назовете своего малыша глупым или трусливым, он поверит в это. Поэтому лучше всего приписывайте ему положительные качества. Когда родители говорят ребенку: упадешь, да, у тебя не получится, или оставь, не делай. Вот это есть закладывание такой определенной программы в сознании ребенка. Поэтому нужно программировать ребенка на позитивные вещи, на то, чтобы у него все получалось. И вот смотрите, по сути, просто лингвистическая разница, да? Упадешь, не ходи, упадешь, или не падай. Для ребенка нужно создавать ситуацию успеха, чтобы он чувствовал, что в его успешности не сомневаются. Зная это, ребенку легче делать первые шаги в жизни, совершать поступки, добиваться результатов. Именно поэтому своему чаду нужно показывать свою поддержку, говорить, что у него все получится. Если не получается сейчас, то ты отдохнешь, погуляешь, потом сядешь и это сделаешь. И тогда у вашего ребенка все получится намного лучше. И нужно давать ему такие поручения и такие задания, и так моделировать ситуации, изначально представляя то, что ребенок с этим справится. Тогда у него будет, конечно, хорошая мотивация, он будет уверен в себе, и он не будет бояться неудачи. Если же мы будем изначально говорить, что не надо, ты это не сможешь, тебе это рано, у тебя это не получится, то установка в сознании ребенка будет закладываться такая, что он неудачник, что он с этим не справится, что у него не получится. И, следовательно, не надо даже и пробовать. Если ребенок столкнулся с неприятностями, с трудностями, напомните ему, что он не одинок, и каждый в семье готов разделить с ним ответственность. Ощущая командный дух, дети легче противостоят стрессам. Приучите его делиться с вами переживаниями, и эти доверительные отношения в дальнейшем помогут вам не потерять контакт с вашим ребенком в подростковом возрасте.